Здравствуйте! В эфире программа «Интервью с». Меня зовут Мария Шоклева. И сегодня у нас в студии начальник Чувашского линейного отдела МВД по России на транспорте, полковник полиции Артур Вячеславович Сергеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Хочу очень задать личный вопрос. Как вы пришли на службу в полицию? Каждый выбирает свою профессию. И этот день проходит не сразу. У меня оно пришло во время службы в вооруженных силах. Мне понравилось, во-первых, люди в форме и дисциплина, прежде всего. Именно во время службы я принял решение, что буду человеком в погонах. Вот так и привела меня судьба. Сейчас вы начальник всех транспортных полицейских, можно так сказать. Но не всех, на двух субъектах. Так. А что входит вообще в обязанности транспортной полиции? Ну, наверное, прежде всего, это охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, пассажиров на объектах транспортного комплекса. Чтобы граждане и пассажиры, находясь на участках транспортного комплекса, были уверены в себе, уверены, что они доберутся до места назначения и вернутся домой в безопасности. Ну, то есть это аэропорты, железнодорожные вокзалы, да? Ну да, это в зону оперативного обслуживания входит уже у нас железнодорожный, водный транспорт, воздушный транспорт. Если взять вот железнодорожный транспорт, то там у нас объекты, относящиеся к Казанскому отделению дороги, Муромскому отделению дороги, Горской железной дороги, получается, ОРЖД. Общей протяженностью 670 километров. Этот участок находится в некоторых субъектах. Это Чувашская республика, Марийская республика, Татарстан, Кировская область, часть Нижегородской области. Это по железной дороге. По объектам водного транспорта это объекты, находящиеся на реке Сура, на реке Волга. Общей протяженностью 191 километр. И два аэропорта. Это аэропорт Чебоксара, который является международным, и аэропорт Йошкар-Ола. С какими преступлениями чаще всего сталкиваются сотрудники? Знаете, у нас немножко отличается от территориальных органов внутренних дел. Если, например, на территории в основном это преступления против личности, то у нас преступления в основном доминируют экологические. Это на объектах водного транспорта, как можно говорить, уже браконьерство. Преступления против собственности. Кражи, да? Ну и кражи, и имущественные преступления в целом. А какие вот резонансные, громкие дела вы можете вспомнить за последние годы? Что удалось раскрыть? Ну, каждый год такие тут запоминающиеся резонансные дела они есть. Вот в прошлом году, например, помню, что участились случаи, когда сотрудники патрульно-постовой службы полиции задерживают граждан, и в ходе личного досмотра мы стали обнаруживать наркотические средства. Было поручено оперативному составу вникнуть в данное преступление. И в ходе разработок нами был задержан житель города Чебоксар. В ходе личного досмотра, которого было обнаружено более 100 грамм синтетических наркотиков. А в ходе дальнейшей разработки были обнаружены тайники-закладки с наркотиками. А в ходе обыска дома у него по месту жительства было обнаружено около 800 грамм наркотических средств. В общем итоге получилось, что более килограмма. В прошлом году, также помню, было хорошее задержание на реке Сура. Сотрудниками стали задерживаться часто лица, скажем так, браконьеры, которые занимаются промыслом раков. В ходе работы был установлен закупщик, заказчик этих раков, и который был нами задержан в последующем. Были возбуждены ряд уголовных дел и направлены в суд. А вот кроме браконьерства, что еще на воде может случиться? Но на объектах водного транспорта мы все прекрасно понимаем, что все-таки люди воспринимают воду как отдых прежде всего. Вот летнее время, наверное, все обращали внимание, что практически у нас имеющиеся острова, их, кстати, очень много на участке оперативного обслуживания, они все заняты. И граждане в выходные дни спешат туда на отдых. Понятно, что там они могут употреблять спиртные напитки. И они там бесконтрольны. Никто их не видит, никто их не контролирует. И тут, конечно, если не вмешаться нам и не патрулировать эти места, то можно ожидать какую-то беду. А используют сотрудники транспортной полиции какое-то специальное оборудование? У нас терминалы ТМ5 есть, которыми позволяет нам выявлять
граждан, находящихся в розыске. Так только вот за 9 месяцев этого года нами было выявлено и задержано более 60 лиц, находящихся в розыске, из которых более 10 это лиц, находящихся в федеральном розыске. Мы более оснащены транспортными средствами, именно катерами, плавательными средствами. У нас в каждом линейном пункте полиции имеется плавсредство, катер и, получается, мотолодка. Какими качествами должен обладать человек, чтобы вот быть сотрудником транспортной полиции? Наверное, можно отметить, что мы 3 вида транспорта обслуживаем, и они все специфичны, каждый по-своему. Допустим, взять на объектах водного транспорта. Все-таки считаю, что человек должен немножко любить природу в какой-то степени, чтобы работа, как говорить, не была в тягость. На объектах железнодорожного транспорта, естественно, все-таки должен человек любить транспорт сам по себе, какие-то поездки, потому что мы очень много осуществляем командировок, потому что у нас часто бывает, совершаются кражи, и практически наш сотрудник по всей России ездит за теми или иными гражданами. А вот когда, извините, перебил, в поездах ходят, спрашивают, все ли у вас в порядке, это тоже ваши сотрудники? Да, мы при охране общественного порядка, понятно, что у нас прежде всего профилактического мероприятия проводим мы. И в этих целях наши сотрудники занимаются сопровождением поездов. А при работе в аэропортах какая специфика? Там психологом, наверное, надо быть, чтобы успокоить нетрезвого какого-нибудь пассажира, так или нет? Да, я уже говорил, что на все специфично. Например, на объектах железнодорожного транспорта бывает большое скопление граждан. И, скажем так, они в поездах, пассажиры друг с другом контактируют продолжительное время. Да. В аэропорту же у нас это мгновенно пришли, зарегистрировались, и улетели. Сотрудник полиции, он должен все-таки в этой толпе должен уметь обнаружить правонарушителей, потому что на воздушном судне, кроме экипажа, никто не сможет вмешаться, если они там начнут буянить. Поэтому наша задача стоит, что перед рейсом сделать все для того, чтобы таких пассажиров отсеять. И люди долетели нормально. Мы каждый год объявляем набор молодых специалистов. У нас есть специализированная школа белгородская, куда набираются молодые граждане, собираются документы и направляем на поступление в высшее учебное заведение. Поэтому, обращаясь, пока время есть, к родителям, к будущим выпускникам, кто себя хочет посвятить именно службе в органах внутренних дел, можете к нам обращаться. Номера телефонов и адреса имеются на сайтах, поэтому добро пожаловать. А можете дать зрителям советы, как правильно вести себя в транспорте, чтобы меньше неприятностей случалось? Наверное, у нас бич такой пошел, что все-таки за обеспеченности наших пассажиров у нас работа с каждым днем все больше прибавляется. Это у нас у всех гаджеты имеются. Да. Гаджеты. И, к сожалению, они имеют свойство садиться. И все ставят на зарядку. И обеспеченные пассажиры оставляют на зарядке, уходят. Другие более проворные люди забирают их. А еще бывает, что банально просто поставили на зарядку и забыли про них и вышли с поезда. А потом мы ищем эти гаджеты. А это тоже вы ищете? Ничего себе, даже забытые. Никуда не денешься, потому что есть заявление, мы должны принять по нему законно обоснованное решение. Поэтому просто совет пассажирам, чтобы все-таки они к своим вещам относились более бережно. И в заключение тоже несколько личных вопросов. У вас постоянно поток информации, какие-то неприятные ситуации, я про преступления, на работе. Вы домой приходите к своей семье, вы переключаетесь? Какие советы можете дать? Как абстрагироваться от этого? Наверное, да, любой сотрудник органов дел, тем более руководитель, он все-таки больше времени проводит на работе. Я когда домой прихожу, у меня сын еще не совсем, скажем так, большой, 9 лет. Он мне не дает скучать. Поэтому все-таки семья – это прежде всего. И хотя бы один день в неделю надо уделять время этой семье. Поэтому мне в этом плане чуть попроще. Да, семья всегда спасает. Да. Может быть, даже время на хобби остается, нет? Наверное, каждый мужчина должен чем-то заниматься. У меня свои интересы. Я больше люблю активный отдых. То есть не забывая немножко поддержать себя в физической форме. Если есть время, то
с удовольствием, значит, съезжу и на рыбалку, и на охоту. Ну что, Артур Вячеславович, спасибо большое за откровенные ответы. Мне было очень приятно. Ну а вам, дорогие зрители, хочется сказать до новых встреч. Это была программа «Интервью с». Вы смотрели национальное телевидение Чувашии.